Таштамир Эльдарханов – чеченский просветитель, писатель, общественно-политический и государственный деятель, депутат Первой и Второй Государственных Дум. Родился 1 апреля 1870 года в селе Ниегихи в крестьянской семье. Обнаружил склонность к учебе и в 7 лет был определен в единственную в Чечне горскую школу в Грозном. После ее окончания поступил во Владикавказское реальное училище. В 1893 году Эльдарханов закончил Тифлисский учительский институт. В течение 5 лет работал в Майкопе, затем в Грозненской горской школе. Он продолжает работу по просвещению народных масс и Чечни, и Ингушетии. Это годы, когда он работает народным учителем. Народный учитель того времени – это очень высокая должность. В 1905 году его выгоняют с должности народного учителя в связи с тем, что он распространяет политические знания среди туземцев. В 1905 году прошел знаменитый съезд, Всероссийский съезд народных учителей. В этот союз, который был создан этим Всероссийским съездом, вступает и Грозненская организация, многие из которых это чеченцы. И вот здесь начинается его политическая жизнь. В 1905 году он уже известная личность на Кавказе. И в Баку, и в Тбилиси, и в Майкопе, и в Грозном. Он к этому времени уже преподавал, его хорошо знали. Это народный учитель. Он знает чаяния, нужды всех горцев Северного Кавказа, в том числе чеченцев, ингушей, горских осетин, дагестанских народов, кубыков, нагайцев. И в 1905 году проходят выборы в Первую Государственную Думу. Он избирается депутатом Первую Государственную Думу. Мы с вами знаем, что Первая Государственная Дума проработала около 1,5 лет, и за эти 1,5 года из простого народного учителя, из просветителя вырастает государственный и политический деятель. В студенческие годы Таштамир Эльдарханов начал собирать в архивах Тифлиса и Владикавказа образцы устного творчества чеченцев. В 1900 году опубликовал в сборнике материалов для описания местности и племен Кавказа несколько чеченских легенд на русском языке. В 1911 году в Тифлисе был издан подготовленный им первый чеченский букварь. Если у нас была бы возможность продемонстрировать стенографические отчеты Первой Государственной Думы, то мы увидели бы ярчайшие речи Таштамира Эльдарханова, где он четко прослеживается его идея о том, что здесь необходимо провести и аграрную реформу, здесь необходимо провести и политическую реформу, здесь необходимо провести и реформу, связанную со школьным образованием. Судьба Первой Государственной Думы мы знаем. Она была разогнана, а в 1907 году были проведены выборы во Вторую Государственную Думу, и он опять становится депутатом Второй Государственной Думы от чеченцев, ингушей, кумыков, нагайцев и народов Дагестана. Это была действительно очень хорошая политическая трибуна. Здесь его яркий талант просветителя, его яркий талант государственного и политического деятеля раскрывается именно во Второй Государственной Думе. Он выступает не только от чеченцев, он выступает от ингушей, он выступает от осетин, он выступает от кумыков, он интернационалист. В Гихах, родовом селении Таштамира Эльдарханова, до сих пор стоит и функционирует школа, построенная по его указанию. Стоит как символ просвещения, символ того, что знания, дарующие силу, превыше всего. Вехи его биографии, окончание им Тифлисского учительского института, затем работа в Майкопе народным учителем, затем работа в Грозном народным учителем, и его деятельность в работе 2 государственных дум делает из него действительно очень человека широкого кругозора. Политически уже он сформировался как политический деятель, он сформировался как государственный деятель, но в связи с тем, что
Он вынужден был после того, как была разогнана Вторая Государственная Дума, его уже причислили к людям политической неблагонадежным. Он вынужден был уехать в Баку и продолжать там свою деятельность, и политическую, и государственную деятельность. Потомки Эльдарханова, по рассказам своих предков, знают о Таштамире многое, но в официальных источниках мало информации, и потому вполне понятно их желание заглянуть в закутки истории, тщательно завуалированные чекистами. Я знаю, что он порядочный человек был, благородный, стремился, чтобы наша нация была грамотная, и все делал для этого. Я, конечно, о нем могу сказать только то, что мне говорили мои предки, бабушка, мой отец мой, о том, что он был достойный человек и достойно жил в этой республике. Всеми силами старался помочь, чем мог, для того, чтобы республика цвела. Хотелось бы, чтобы наши ученые, историки, которые занимаются этими вопросами, сказали бы истину об этом. Нас часто приглашают в школу на встречу по поводу Таштамира Эльдарханова. Это наш прадед. И нам интересно и приятно, когда о нем не забывают. Он как личность известная в России, также в нашей республике и за нашей республикой. И самое главное, что память осталась о нем, школа, которая заложена им и названа им в честь его. 8 июля 1906 года Первая дума была разогнана. 6 февраля 1907 года на собрании выборщиков от крестьян и городских жителей Терской области Таштамир Эльдарханов, ставший к тому времени известным общественным деятелем, был избран депутатом во Вторую думу. После распуска Второй Государственной думы Эльдарханов возвратился в Грозный, однако власти запретили ему преподавание в школах Терской области. Он уехал в Баку, где работал в области просвещения вплоть до февральской революции 1917 года. Это был очень симпатичный внутренний человек. Он был худощавый, хорошо сложенный, он был очень по своей натуре мягкий, добрый. В то же время у него за этой добротой скрывалось поразительное мужество и упорство в отстаивании своих целей. Таштамир Эльдарханов был один из очень грамотных людей того времени, дореволюционных, рядом с которыми трудно, наверное, кого-нибудь еще поставить. И Таштамир Эльдарханов, он вообще стал главной своей целью именно служение народу. Вот с этой точки зрения Таштамир Эльдарханов, конечно, до революции был очень явной фигурой. После февральской революции он вернулся в Чечню и активно включился в революционное движение. Эльдарханов был убежден, что историческая перспектива горских народов связана с революционной Россией. Большевики привлекли его для разъяснительной работы среди солдат дикой дивизии, шедшей на Петроград. В результате деятельности Эльдарханова и его товарищей части дивизии, составлявшие ударную силу корниловских войск, были остановлены без единого выстрела. После того, как свергли буржуазию, то есть царизм свергли, к власти пришло временное правительство, сразу вспомнили и Таштамира Эльдарханова, хотели его избрать комиссаром Чечни от временного правительства. Но он некоторое время был, потом его потянуло возглавить просвещение горцев. Его все время, у него была вот эта вот мысль, вот эта вот забота, вот это вот страдание от того, что горцы находятся довольно в стороне от столбовой дороги образования. У них, конечно, было какое-то религиозное образование, у них были какие-то вот такие моменты арабской грамоты, но отход от русской грамоты означал в то время отход от дел, отход от политики, отход от публицистики и так далее. То есть человек оказывался на обочине такой общественной жизни, а
что чеченцы оказались одними из таких, это была его большая боль, и он любым путем старался ввести образование для чеченцев. В период 100-дневных боев с августа по ноябрь 18 года Гойтинский совет, руководимый Эльдархановым, возглавил борьбу против белоказаков. В осажденный Грозный были посланы отряды чеченских красноармейцев, организована помощь продовольствием и боеприпасами. Вскоре после окончания этих боев в Чечено-Ингушетию вошли войска Деникина. Части Красной армии под натиском превосходящих сил противника были вынуждены отступить из Владикавказа и Грозного. Его, кстати говоря, ругали большевики, и во время восстановления нашей республики, когда облик Эльдарханова вспоминали, его ругали даже из-за его выступления в Государственной Думе. Почему? Ведь его же цитировал даже Ленин. А ругали его просто потому, что он, оказывается, когда ему сказали, какие ему взгляды близки по земельному вопросу в Государственной Думе, он сослался, что на кадетов, на октябристов и кадетов. Кадеты считались в то время, конституционная партия, считались контрреволюционной. Их ругали крепко. А на самом деле они не хотели вдуматься, почему это Эльдарханов сказал. Когда его спросили, почему же он, значит, за кадетов, а не за более левые партии, Эльдарханов четко в Думе сказал: конечно, говорит, сердце мое больше всего лежит на стороне тех, которые выступают за то, чтобы отнять всю землю, раздать ее крестьянам и разделить между ними. Сердце мое там лежит. Но ведь и они сами, и все здесь присутствующие понимают, что при этой власти, при этом обществе это сделать невозможно. Вот этой разницы не могли понять, что Таштимир Эльдарханов был очень совестливый и честный человек и выполнял наказы крестьян, которые его прислали в Государственную Думу. Вот я так об этом сказал, об этой разнице. Ну а ему это пришили. Он в дальнейших своих действиях никогда, значит, с кадетами не участвовал в политической борьбе. Он в данном конкретном случае в вопросе о земле он занял эту позицию. Это надо понимать. В марте 1918 года был создан Чеченский народный трудовой совет, который получил название Гойтинский революционный совет. Этот совет был примечателен тем, что за ним шло огромное большинство чеченских крестьян, огромное большинство самого активного в революционном движении населения, это плоскостного населения Чечни. Вот они шли за Гойтинским революционным советом, возглавляемым Таштимиром Эльдархановым. После освобождения Грозного в горских районах Чечено-Ингушетии были созданы народные съезды, которые высказались за советскую власть. Председателем Чеченского ревкома по рекомендации председателя РВС Кавказского фронта и Северокавказского ревкома Серго Орджоникидзе был назначен Таштимир Эльдарханов. В него ходили Сугай Мулла Гайсумов, некоторые шейхи, Ибрагим Хаджи Гойтинский, такие религиозные деятели. В то же время такие чеченские радикалы, ну тоже патриоты, как Асламбек Шерипов там, и некоторые другие. И вот этот совет возглавлял как раз Таштимир Эльдарханов. Таштимир Эльдарханов старался сдержать противоречия в Гойтинском совете между правыми и левыми. Особенно, когда обострились они в конце 18 года между Сугай Муллой Гайсумовым, его партией, и Асламбеком Шериповым с его молодежной революционной партией. Он старался создать этот орган и сделать его боеспособным, чтобы повести его на борьбу за Чечню и не только внутреннюю борьбу в Чечне прекратить, но и дать отпор внешним силам, то есть белоказачьим силам. Потом грозили вторжением германские интервенты. Положение было очень трудным. И Таштимир Эльдарханов занимал такую позицию мира внутри Чечни.
В августе 1920 года на Первом съезде Советов Чечни Эльдарханов был избран председателем областного исполкома. Впоследствии он был избран на пост председателя ЦИКа Горской автономной союзной социалистической республики с сохранением за ним должности председателя Чеченского облисполкома. После образования в 1922 году Чеченской автономной области Эльдарханов работал председателем областного ревкома. На съезде Советов Чечни в августе 1923 года он был избран председателем исполкома Чеченской автономной области. После образования Северо-Кавказского края был назначен председателем Национального совета при крайисполкоме и переехал в Ростов-на-Дону. Да, большевики попутчики, да, большевики революционеры для Эльдарханова, да, большевики провозгласили те лозунги, которые нужны чеченцам. Что именно они провозгласили? Они провозгласили обращение к мусульманам Востока, которым они сказали, призвали поддержать советскую власть, чтобы мусульмане поддержали. Они прямо сказали, что все ваши верования будут вашими, что вам будет предоставлена национальная автономия, национальная государственность, что вам вернут ту землю, которую отобрало у вас царское правительство, что если вы хотите, значит, мечети, если вы хотите какие-то ваши обычаи, шариатские суды, ради Бога, советская власть их вам предоставит. А что больше нужно было крестьянам? Конечно, они пошли за советской властью, которая все это обещала, поддерживала. Поэтому, значит, Таштемир Эльдарханов в этой обстановке считал, что надо на этих позициях объединить весь чеченский народ, не вести классовую борьбу вглубь, не противопоставлять чеченцев друг против друга по имущественному, классовому или другому признаку, а прежде всего сохранить народ, получить то, что обещают большевики, создать свою государственность и идти, значит, вместе с большевиками. Сотрудниками архивного управления активно ведутся исследования по малоизвестным этапам чеченской истории. Любая информация расценивается на вес золота. Любая крупица знаний, открывающая завесу истории, бесценна. В ходе командировки в Центральный государственный исторический архив Грузии в город Тбилиси мы нашли личное дело Таштемира Эльдарханова. В деле прошения Эльдарханова на имя директора Александровского учительского института, позднее преобразованного в Тифлисский учительский институт, о разрешении допуска его к экзаменам, написанное собственноручно. Также в деле аттестат с оценками, полученными во Владикавказском Лорис-Меликовском реальном училище. Также в данном деле мы нашли свидетельство о рождении, данное кадием Грозненского округа Абдулкадыровым, с указанием родителей Эльдарханова, вероисповедания и так далее. Бейла Эльдарханова тоже потомок Таштемира. Она педагог. Кто знает, возможно, на генном уровне был осуществлен выбор ее профессии. Он первым стал открывать новые школы и помогать людям. Ну, насчет чисто только если взять образование, то он большой вклад вложил в это, открывая новые школли и открывая новых учителей, спасение людей даже. Вот на этом поприще, как раз на учительском, я сейчас объясню, что это означает, вот, он многое, значит, сделал для людей, для народа, сделал для детей, сделал для школы много, для образования. Ну, когда я имела в виду, что он помогал на поприще, на учительском, помогая людям, это я имела в виду то, что, вы помните, это время было очень серьезное. К власти пришли атеисты. И спасая жизни исламистов, арабистов, которые подвергались гонениям, подвергались репрессиям, он отправлял таких людей, используя свою власть, опять же, на переподготовку. И эти люди умные, тоже, в которых нуждался наш народ, которые могли что-то хорошее принести в люди, они снова возвращались уже учителями в наши школы. Таким образом он спасал им жизнь.
Эльдарханов был делегатом 8, 10, 11, 12 созывов, членом ЦИК СССР 1, 2, 3 созывов от Чеченской автономной области. В 1929 году он вернулся в Грозный. Последние годы своей жизни Эльдарханов занимал руководящие должности в объединении «Грознефть». Он скончался 14 ноября 1934 года после непродолжительной болезни. Это был человек, твердо веривший в великое предназначение и светлое будущее своего народа.